Караганда – особенный город с большой историей, нелегкой судьбой, со славной трудовой биографией. У нашего города есть много символов. Дворец культуры горняков, монумент шахтерской славы, даже памятник где-где в Караганде. На наш взгляд, здание первой школы можно считать тоже символом города потому, как тесно переплелись судьбы учеников и учителей с историей нашего города. Знакомьтесь, Газалиев Арыстан Мауленович, ректор КарГТУ до 2016 года. Емелин Алексей Владимирович, профессор СПбГУ. Работал с ведущими учеными мира, занимающимися фотокатализом, и сам является крупным специалистом. Аристотель Зейнуллинович Исагулов, ректор КарТУ. Сатиев Олжас, президент, один из основателей Центра анализа и расследования кибератак в Республике Казахстан. Караганда носит много почетных имен. Шахтерская столица, космическая гавань, индустриальное сердце страны. Это крупный промышленный и культурный центр, известный на всем огромном евразийском пространстве. А ведь еще в 19 веке на месте города не было ничего, только широкая степь. Существует легенда, что в 1833 году мальчик-пастух Аппак Байжанов нашел уголь. В конце 19 века началась добыча сначала русскими купцами, затем французскими и английскими предпринимателями. У Караганды своя летопись. Ее начальная дата – 1931 год, когда на социалистической новостройке появились первые номера газет Караганды «Пролетариаты» и «Большевистская кочегарка». С тех пор на протяжении 9 столетий к изображению жизни шахтерской Караганды и всего преобразующегося степного края обращались акыны, поэты и писатели. Караганда является областным центром. В 1931 году шахтерское поселение Караганда было преобразовано в рабочий поселок. Его центр находился в селе Большая Михайловка. Сегодня это один из районов города. 10 февраля 1934 года Караганда получила статус города, а уже в 1936 году стала областным центром. Расположен наш город на берегу реки Буква, в центре Сарыарки, где ветры степные свободно играют. Конечно, наряду со светлыми и радостными, в истории города были и мрачные страницы. История Караганды тесно связана с Карлагом. Карлаг – один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей, подчинявшийся ГУЛАГу и находившийся на территории Карагандинской области. Во время основания национальных окраин СССР нужна была дешевая рабочая сила. Рассказывает бывшая заключенная Карлага Михайловская. Расскажу, как хоронили людей. В день их умирало очень много. Для них выкапывалась большая и широкая яма, чтобы туда помещалось не менее 25 человек. Это были скелеты, натянутые кожей. Их бросали голыми, и неважно, где голова, где руки, где ноги. Люди были очень замученные, и работники не успевали выкапывать столько могил, сколько людей умирало в день. Условия были ужасные. Голод, холод, вши, клопы и невыносимые условия труда. Спасск – это поселок с численностью около 100 человек в Карагандинской области. В 30-е годы 20 века в этом поселке располагалось одно из отделений Карлага. Село было местом базирования специализированного лагеря для женщин и детской коммуны, где воспитывались дети врагов народа. Также сюда привозили арестантов из других лагерей, попавших в заключение во времена сталинских пятилеток. В 1941 году в соответствии с распоряжением НКВД здесь организовали лагерь номер 99, куда привозились иностранные военнопленные, это европейцы и японцы. Всего в спецлагере военные и послевоенные годы пребывало более 70 тысяч человек. Это были представители более чем 4 десятков разных национальностей. Все умершие были похоронены на территории прилегающего поля. Какие-либо таблички и опознавательные знаки на могилах не устанавливались. После распада Советского Союза о существовании лагеря стало известно за пределами Казахстана. Теперь здесь организовано мемориальное кладбище. В общей сложности здесь захоронено 5152 военнопленных и интернированных. Немцев, японцев, румын, австрийцев, поляков, итальянцев, финнов, чехов, словаков, венгров и других представителей национальностей. На этом месте установили 14 памятных знаков от нескольких стран. Целью их создания является почтение памяти жертв Карлага.
Белгілі зерттеуші, журналист, КСРО жазушылар мен журналистер одағының мүшесі, Қарағанды қаласының құрметті азаматы Жайық Бектуровтың артында мол шығармашылық мұрасы қалды. С целью увековечения памяти 14 сентября 2001 года областной юношеской библиотеке было присвоено имя Жайыка Бектурова. При библиотеке создано уникальное оформление мемориального кабинета музеев, который состоит из 2 залов. Сейчас мы находимся в зале, где представлены личные вещи писателя, его произведения, труды, а также материалы об участии Жайыка Бектурова в общественной жизни Карагандинской области. В данной витрине мы можем наблюдать значки, ордена и медали писателя. В витринах мы можем наблюдать одежду, которая принадлежала Жайыку Бектурову. В данной витрине мы наблюдаем чипан с казахским орнаментом. Во второй витрине мы видим осеннее пальто со шляпой и тростью. А в третьей витрине мы видим выходной костюм, который носил сам писатель. Смотрите, а здесь у нас личный стол писателя, за которым он сочинял свои произведения. Также в музее был предоставлен шкаф писателя, где он хранил свои работы. Давайте посмотрим одну из его работ. Здесь же находится уникальное издание Корана 1907 года, изданное в городе Казань, которое Бектуров не только перефотографировал, но и сам перевел. Бұл көрмеден қаламгерге қаланың қоғамдық жұмыстарына қатысқаны, шығарма жазғаны үшін берілген түрлі грамоталарын, алғыс хаттарды және түрлі дипломдарды көреміз. Сувениры, памятные предметы, подаренные и приобретенные Бектуровым в его многочисленных поездках по Казахстану и республикам СССР. В частности, подарки шахтеров Караганды, шахтерские лампы, каска, кубок. Также в витринах представлены дипломы, удостоверения, партийный билет, личные ордена и медали, подаренные значки. Рядом лежит еженедельник писателя и одна из его рукописей – лента, значок и диплом почетного гражданина города Караганды. А сейчас мы находимся во втором зале мемориального кабинета музея, где предоставлена личная библиотека Жайыка Бектурова. В количестве 4000 книг, 500 экземпляров которых из них на казахском языке. Среди коллекций книг Жайыка Евгеновича есть и такие, которые сам писатель держал на отдельной полке. Это был настоящий антиквариат. Например, старейшее издание «Факсимильное собрание разных авторов. Юности, честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению», напечатанное по повелению Петра I в Санкт-Петербурге. Также мы можем наблюдать, что книги, которые приобретал Жайык Бектуров, он часто любил оставлять заметки в них. Это дата приобретения, место приобретения, а также мы можем наблюдать его личные печати. Большое значение и по сей день имеют 5 книг, опубликованных на казахском языке посредством латинской графики. У писателя их было 5 книг, изданных на ней: труды Ленина, Сталина, министра иностранных дел Вячеслава Молотова и хрестоматия по казахской литературе. Также в фонде есть книги на арабском языке, пожизненными изданиями классиков казахской литературы Мухтара Уэзова, Джансугурова, Исенберлина, Муканова, Мусарепова, Тажибаева. Жайык Бектуров собирал уникальные труды и сборники зарубежных, российских, казахских и советских ученых и писателей. Он тщательно изучал каждую книгу, делая на страницах пометки, в которых соглашался или спорил с автором. Среди вещей писателя, представленных в экспозиции, старый радиоприемник, дипломат и чемодан. В моменты отдыха Жайык Евгенович играл в шахматы со своим старшим сыном Жанибеком. Жазушының шығармашылық мұрасы, оның бірегей кітапханасы жас қарағандылықтар үшін қолжетімді және ашық. Отаншыл бол, туған жерінің нағыз батырларын оқып, таны. В гимназии прошло торжественное посвящение учащихся в ряды Республиканского общественного объединения единой детско-юношеской организации «ЖАС-УАН», созданной по инициативе бывшего главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. В торжественном мероприятии присутствовали как учителя, так и родители гимназии, которых переполняло чувство благодарности и гордости за детей. Ученики старших классов с гордостью одели первоклассникам галстуки голубого цвета, пожелав им достойно нести звание членов организации «ЖАС-УАН». На уроках физкультуры в нашей гимназии уделяется внимание казахским национальным играм.
Тогыз-Кумалак – это киргизская и казахская народная логическая настольная игра на доске, в которой 18 игровых и 2 накопительные лунки. Ребята с увлечением играли в эту игру на уроках физкультуры. Также проводилось соревнование по перетягиванию каната между учениками 8 и 11 класса. Сегодня проводят соревнования по национальному виду спорта перетягивания каната. Участвуют команда 11 классов и команда 8 классов. Финалисты выходят в финал, соответственно, и проводятся соревнования. На Карагандинской земле в мире и согласии живут и трудятся 113 национальностей. Плодотворно работают более 20 этнокультурных центров. Облик шахтерской столицы сильно изменился. Появились новые микрорайоны, памятники, скверы, дворцы спорта. Важно нам, молодежи 20-х годов 21 века, не забывать о тех, чьей энергией, трудом и талантом создан наш город. Казахская пословица гласит: «Нет земли лучше родины, нет людей лучше, чем на родине». Мы карагандинцы, и нам не нужно родины другой.